впервые приняла студенческие стройотряды со всего северо-западного округа. Форум, собравший более 300 участников, прошел на базе Ухтинского государственного технического университета. Бойцы отрядов из 7 регионов России обменялись опытом, соревновались в профессиональном мастерстве и даже напрямую общались с руководством Республики Коми. Подробности у Виктории Науменко. Учиться в вузе, вести активную общественную жизнь, а еще параллельно получать дополнительную полезную профессию или даже несколько. Такие возможности открываются всем, кто вступает в студенческие отряды. В течение слета участники как раз проверяют, кто освоил дополнительные профессии качественнее. Конкурсы профессионального мастерства среди участников – важная часть программы слета. У меня есть 4 профессии, у нас есть бесплатное обучение, которое нам предоставляет российские студенческие отряды. То есть у меня есть 4 профессии – это бетонщик, каменщик, маляр и слесарь-монтажник. То есть и каждый год я просто получаю новую профессию, по которой я могу работать на строительном объекте. Меряются профессионализмом сервисные, педагогические и строительные студенческие отряды. Формат конкурсов разнообразный, в зависимости от специализации, от работы с детьми до кулинарного мастерства и сервировки столов. У педагогов будет 2 дня заданий. Одно из заданий это будет тест, решение кейсовых ситуаций. И завтра целый день у них займет это получасовую игру. Они должны будут реализовать на оценку судей. А у сервисного будет 3 направления соревнований. Это повара, это официанты и это бармены. Они будут соревноваться по приготовлению блюд, по приготовлению напитков, ну и, соответственно, обслуживание персонала и сервировки стола. Так строители на скорость, качество и безопасность работы укладывают облицовочную плитку. Участвуют 5. Один участник – это техника безопасности соблюдает, то есть у них форма одежды должна быть соответствующая, обувь, то есть комбинезон, куртка, чтобы у них рукава были застегнуты, то есть это тоже учитывается при оценке, что если у них рукав не застегнут, они могут травму, если особенно это электрооборудование. Они работают миксером электрическим. В насыщенной 4-дневной программе слеты, экскурсии, квесты, деловые спортивные игры, познавательные лекции, творческие конкурсы не обходится и без общения с руководством Республики Ухтинского вуза. Тема – развитие движения студенческих отрядов. Гости из других регионов охотно перенимают опыт бойцов Коми и делятся своим. Очень важные аспекты. У многих субъектов уже приняты нормативно-правовые акты, законы областей по данной работе, о работе со студенческими отрядами. Причем эти законы приняты в 2013-2015 годах. Мы еще только-только подходим к такого рода работе. Очень важно, как эта работа у них отстроена, выстроена. Потому что мы все разные. Санкт-Петербург – это город-миллионник, они одну работу выстраивают. Республика Коми с ее удаленными территориями по-другому эту работу строят. Масштабное мероприятие на базе Ухтинского вуза удалось реализовать благодаря грантовым средствам Росмолодежи. Выигранный грант стал подарком не только для университета и Ухты, но и для всей Республики Коми. Мероприятие совпало с 2 значимыми для регионального движения стройотрядов датами. В этом году студенческие отряды Республики Коми отмечают 55-летие, а Коми-региональному отделению молодежной общероссийской общественной организации РСО исполняется 10 лет. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Ухта.